Ну и снова здравствуйте! Сегодня мы будем дальше знакомиться с нашим самогонным аппаратом «Союз». И сегодня у нас будет перегонка в режиме под стил. Что с собой представляет данная перегонка? Вчера мы перегоняли в режиме дистилляции. Если кто не посмотрел этот ролик, вот гляньте, оставлю здесь ссылочку. Переходите по ссылке, и вы увидите, как мы перегоняли вчера. То есть вчера у нас была дополнительная колонна здесь. Все это было здесь выше, стекало. Это режим дистилляции. В чем заключается режим под стил? Это режим быстрой перегонки. Пары кипящей браги, то есть самогонные пары, попадают сразу в холодильник. Практически сразу, тут небольшой подъем, они охлаждаются и самотеком сразу попадают в емкость. Все точно так же, только не надо парам дополнительно подниматься вверх, сразу они стекают. Мы сегодня не будем отделять ни головы, ни хвосты. Прямо с первых капель до последних все будем собирать в одну емкость. Для чего? Для того, чтобы завтра, в дальнейшем, завтра, послезавтра, как будет время, перегнать уже в режиме укрепления. То есть у нас будет вот собран уже будет он по-другому. Дополнительно будет дефлегматор. Ну, я вам все это покажу. И это будет у нас вторая перегонка. Сегодня, по большому счету, у нас просто получится спирт-сырец. Мы также, как и вчера, будем засекать время. Вчера это у нас заняло сколько времени, вы сами видели. Очень долго мы отбирали головы. Я так думаю, сегодня по инструкции мы все будем делать. И все у нас будет быстрее. Сейчас у нас, по большому счету, 46 минут. 13:46. Ну, так же, как почти вчера. Немножко даже раньше начинаем. Пока сейчас делаем включение. Запускаем нашу плиту инфракрасную. Пускается. Так, все запустилось. И сразу ставим на максимальную мощность. Включается она на 1800 Вт, а мы сразу ставим на самую максимальную мощность, на 3,5 киловатта. Все. Процесс пошел. 47 минут ровно. 13:47. Ну давайте прочтем, что собой представляет режим под стил. Быстрая перегонка в режиме под стил. Процесс перегонки в данном режиме включает те же этапы, что и дистилляция. Что было вчера. Однако аппарат собирается особым образом, благодаря чему испаряющие спиртовые пары попадают прямо сразу в холодильник с высоким КПД, коэффициентом полезного действия. Скорость дистилляции в этом случае повышается до 8-10 литров в час. То есть, если верить в инструкции, как это закапает, это должно у нас накапать за час. Это мы сейчас и проверим. Перегонка осуществляется на максимальной мощности. Общая схема представлена на рисунке 3. То есть не надо нам колдовать ничего с температурой. Вот включили 3500 Вт, 3,5 киловатта. И будем перегонять на этой мощности. Главное, чтобы не пошло брагой. Тем более браги мы залили больше положенного. Напугало. Вот, схема представлена на рисунке. К фланцу прикрепляются два угла поворота. Раз, два. С термометрами без него. К углу поворота прикрепляется холодильник, он устанавливается под углом поверхности, чтобы сконденсировавшийся дистиллят самотеком быстрее попадал в приемную емкость. Обязательно, чтобы трубка связи с атмосферой была направлена вверх. В данном режиме возможна перегонка на максимальной для аппарата мощности. Завершение отбора обычно осуществляется, когда доля спирта в струе достигнет 0%. Вот. Простейшая перегонка. Не надо следить за
температурой, только главное, чтобы брага не выгнала. Не надо покапельный отбор, головы, хвосты. Просто перегоняем все. И посмотрим, сколько у нас получится литров и какой будет градус. Естественно, ниже 20% я буду проверять, когда уже пойдет вонючая сивуха. Перегонять я эту гадость не буду до 0 градусов. Закончим мы чуть раньше. Ну, посмотрим, что у нас получится. Ждем первых капель. Итак, по времени у нас 14 часов 27 минут. Прошло ровно 40 минут с того момента, как мы включили нашу плитку. И что мы видим, что у нас в кубе температура достигла уже 60 градусов, 60,6. Здесь повыше 47 градусов. 60 градусов, это значит, надо включать воду, потому что с минуты на минуту пойдут первые капли, так как температура кипения спирта меньше, чем температура кипения воды. Так, включили. Сейчас я вам покажу, какой струйкой это идет. Вот такой вот струечкой, тоненькой струечкой это идет. Напор минимальный. Ну, посмотрим. Если этого не будет хватать, если мы добавим, потому что сегодня у нас перегонка будет на максимальной мощности, но, друзья, после первых капель, как пойдут первые капли, я все равно, несмотря на то, что перегонка должна быть на максимальной мощности, я убавлю сначала до киловатта, потом потихоньку буду добавлять. Почему? Потому что у меня сегодня брага немножко больше нормы. То есть если норма у нас 3/4, 75%, сегодня у нас чуть повыше. Смотрел ранее модификации данного аппарата, у них крышка была вровень. Сейчас вот они сделали такую купольную крышку, купольный вариант. Я так думаю, это правильное решение, потому что в процессе кипения брага может попасть в трубу и в дальнейшем холодильник, и брага может выйти в банку, что иногда бывает. Также, когда вот в деревне раньше гнали обыкновенными флягами, ни плиток, ничего, на печку раскочегарил, у тебя там все кипит, температура зашкаливает, брага закипает и прямым ходом идет все в банку. Естественно, там нужна уже или фильтрование, или там вторая перегонка. Чтобы этого не случилось, будем мощность добавлять потихоньку. Но сначала дождемся первых капель. В баке у нас 62,3, 48,8 поворотной трубе. Ждем первых капель и посмотрим, на скольких. Скорее всего, здесь будет градусов 60, пойдут первые капли, я так думаю. По крайней мере, вчера было так. Посмотрим. Сегодня у нас собрали немножко по-другому. Так что, я так думаю, должно пойти быстрее. Это вон насколько сокращается путь паров. Ждем первых капель. Итак, друзья, прошел практически час. Буквально 2 минуты не хватает, 3 минутки не хватает, 57 минут. Температура в поворотном механизме здесь достигла 60 градусов, 61 уже почти. В баке 72 градуса, 73 почти. И пошли первые капли. Появились, вот я видел 2-3 капли капнуло уже. Вот, 60 градусов, она уже начинает, вон, видите, да? Первая капля пошла, первая, вторая. И мы от греха подальше, давайте сначала убавим мощность до киловатта. Сенсорное управление киловатт. Вот. И потихонечку будем прибавлять и следить. Повторюсь, как бы все это спокойно не было, все равно нежелательно оставлять работающий аппарат надолго без внимания, потому что случиться может всякое. Может прекратиться подача воды, надо будет отключать, или еще что-нибудь, пропускать где-то что-то где-то. Оставлять ни в коем случае нельзя.
без присмотра. Все убавили, у нас капля за каплей, потихонечку вон капли пошли. Это первые капли. Повторюсь, при таком режиме подстил, не убираем ни головы, ни хвосты, все стекает в одну банку. И мы сейчас замерим, сколько у нас получится. Как-то вот так. Итак, друзья, короткое включение. С момента включения аппарата у нас прошло 1,5 часа. Сейчас 15 часов 17 минут. И мне кажется, я зря боялся, зря подстраховывался, зря убавлял мощность плитки. Потому что, как я убавил, капать полностью перестала. Потихонечку начал добавлять. В общем, полчаса добавлял до максимальной в итоге мощности. И пошло сначала капли, потом вот такая вот непрерывающая струйка вот небольшая пошла. Пошло капать. Тут у нас 82 градуса, в кубе 89 почти градусов. И пошло у нас, струечка пошла, как бы в течение, наверное, уже 5 минут она вот так быстренько закапала. Так что оставляем все на максимальной мощности. Пак-пак, вот какой струей пошло аж. Хорошо пошло. Покапельного отбора сегодня у нас не будет, потому что этот продукт у нас завтра или послезавтра, когда там пойдет на вторую перегонку для укрепления. Как-то вот так. Итак, на часах у нас 18:53. Хотел ровно, чтобы было 5 часов, но пока вот набирал эту колбочку, время немножко утикало. В общем, набралось у нас около 7 литров напитка, спирт Церез. И в данный момент на выходе у нас, как и планировали, 20 градусов спиртуозности. Можно по инструкции до 0 градусов, но я не вижу смысла, потому что запах уже пахнет реально сивухой. Посмотрел, как обычно я проверяю, уже ничего не горит. Заливаем это в общую бадью. В общем, выключаем плиту. Все. Хватит на сегодня. Перегонка закончилась. Вот. И сейчас, как капнут последние капли, мы еще проверим, сколько получилось градуса, общий градус в напитке. Вот это вчерашний у нас получается, как я говорил вам, 5 литров у нас 55 градусов, пол-литра 85 градусов и где-то 1,5 литра 30 градусного напитка. Не буду соединять, потому что мы разделяли хвосты, головы. С этим мы разберемся, добавим родниковую воду и сделаем напиток. Это перегоним в другой раз при перегонке. Ну, а с этим мы, как и говорили, добавим в бензобак. Так, ну что, давайте проверим общий градус и будем закругляться, потому что сегодня провожаем Старый Новый год. Банька уже растоплена, народ ждет, и не будем сильно задерживаться. Сейчас попробуем здесь нормально отлить. Так. Не получилось немножко. Немного не тот уровень. Так. Как-то вот так.
это дело получилось. Ну, стояла бы она повыше, было бы, конечно, получше, но нормально. И сейчас мы проверим общий градус. Общий градус. Так, у меня, кстати, вот спиртомер 4 от 40 до 70. Вот, скорее всего, давай этот попробуем. Все три спиртометра у меня разные. Один до 40, второй от 40 до 70, третий от 70 до 100. Так, ну что, проверяем. Так. Итого у нас получается 44 градуса. 44 градуса, но это при том, что сам напиток еще ледяной. Когда будет комнатная температура, будет немного больше. Ну, скажем, 45 градусов. 45 градусов 7 литров получается. В принципе, нормальный выход. Если мы били бы до 0, можно было литра 8, и оно было бы где-то около 40 градусов. Но я повторюсь, зачем гнать эту вонючую воду, хвосты? Градус этих никакой, а вони хватает. Так что, несмотря на то, что даже завтра или когда там послезавтра будем делать повторную перегонку, уже как бы повышать градус, убирать головы, хвосты. Несмотря на все это, хвосты все-таки перегонять не будем, потому что овчинка выделки не стоит. Вонь будет, градуса нет, электроэнергию потратим, воду потратим. Кстати, да, надо уже выключать воду. Вот так вот. Как-то вот так. Закончили мы сегодняшнюю перегонку. Дело происходило повеселее, побыстрее и как бы проще, можно так сказать. Я одним глазом просто поглядывал, все ли нормально, и оно все капало, зря боялся. На полной мощности, несмотря на то, что больше 3/4 было, 70% было больше, ничего не выкипело, все нормально. В общем, такая перегонка мне понравилась. Так что аппарат справился на отлично, скажем так. Ну и что? В следующий раз встретимся при второй перегонке уже скоро. Надеюсь, скоро. Завтра, послезавтра мы опять заведем наш аппарат, построим колонну, поставим вот этот дефлегматор. Здесь у нас тоже медные трубки. Ну, в общем, все по инструкции. Но это будет уже, друзья, совершенно другая история. И мы ее посмотрим вместе с вами. Так что до новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока.